Добрый день, меня зовут Васильев Павел. Я ученик 10 класса Бирюнской юношеской гимназии. Тема моего доклада – изучение состояния грунта при низких температурах. Недоучет морозного пучения при низких температурах, так называемого морозного пучения грунтов в строительстве, а также несвоевременное значение противоучебных мероприятий наносит огромный ущерб, который снижает сроки и ухудшает условия эксплуатации сооружений, вызывает непроизводительные затраты труда, строительных материалов и финансовых средств. Для ее решения необходимо научно обосновать и разработать новые эффективные способы, а также технические устройства, предназначенные минимизировать ущерб. Целью нашей работы является исследование состояния грунта при низких температурах. Для достижения результатов поставили следующие задачи: изучить теорию морозного пучения, рассмотреть влияние некоторых факторов на процесс морозного пучения грунта, изучить противопучинные мероприятия, проводить эксперименты и рассмотреть воздействие морозного пучения при строительстве фундаментов и дорожных полотен. Новизной работы считаю, что, несмотря на широкое территориальное распространение явления пучения в нашей стране, морозное пучение грунтов не полностью изучены. Наш личный вклад в изучение настоящей проблемы состоит в проведении двух экспериментальных работ. Разрешите ознакомить с ходом проведения первой экспериментальной работы. Цель эксперимента – изучение состояния грунта при морозном пучении зависит от влаги и состава грунта. В ходе эксперимента взяли три смеси. Песок залитый сверху водой и песок с почвой залитый сверху разными количествами воды. Из проведенных наблюдений видно, что песок не дает пучения, а пучение с песком с почвой наблюдается пучение. Можно сделать вывод, что пучение зависит от состава грунта до несезонного промерзания. Во втором экспериментальной работе проводилась серия изучения состояния грунта при морозном пучении в зависимости от подземных вод, которые по капиллярам увлажняют грунт. Для этого мы взяли смесь 300 грамм песка и 300 грамм почвы, вкачали медицинским спиртом 100 грамм воды, и все это оставили на холоде в течение нескольких часов. Потом все это отстаивали, и цикл повторяли несколько раз. Таким же образом, весь этот процесс повторяли для смеси, вкачанной 200 грамм воды и 300 грамм воды. На диаграмме видно, что чем больше воды в почве, тем больше и пучение. И делаем вывод, что пучение зависит от состояния природы важности грунтов. Защита дорожного полотна от воздействия сил морозного пучения – одна из самых серьезных проблем, с которой сталкиваются специалисты строительства. Технологии поддержания постоянного безопасного качества железнодорожного полотна существуют различные способы. И первый способ можно сделать на проблемных участках заменить полностью грунт. Во втором способе можно произвести дополнительные укрепления. И в третьем способе создать морозозащитный слой из теплоизоляционных материалов. Для предупреждения деформации фундаментов следует отдавать предпочтение столбчатым и свайным фундаментам. Можно строить фундамент и слой грунта ниже сезонного промерзания. И можно применять полную или частичную замену пучинистых грунта непучинистых. Итак, и в заключение я хочу сказать, что результаты экспериментальных исследований нам показали, что часто встречающиеся морозные пучения обусловлены следующими моментами: составом и физическими свойствами грунтов до несезонного промерзания и состоянием природной влажности грунтов и условиями их увлажнения на период промерзания, а также глубиной и скоростью сезонного промерзания грунтов. Спасибо за внимание.